Все-таки умеет Александр Лукашенко задать тон любой встречи, да так, что потом весь интернет гудит. По сети разошлась шутка президента о сомнительной надежности немецкого автопрома. Так что имел в виду Александр Лукашенко и было ли в его словах скрытое послание? Узнаем прямо сейчас у пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт. Наталья, добрый вечер. Ну скажите, это тот случай, когда в шутке лишь доля шутки? Анна, начнем с того, добрый вечер, начнем с того, что, во-первых, первые минуты журналисты и все те, кто почитали это в СМИ, они действительно потом не завелся автомобиль, и, собственно говоря, президент пошел на заседание пешком. Но думаю, что вы, как человек, который достаточно долго работает вместе с главой государства, знает его хорошо, что понимаете и знаете, как это могло быть, знаете, что президент пошутил. Тут момент состоит в том, что журналисты, ухватившись за первую часть этой фразы, этой шутки главы государства, не услышали продолжения. Во время церемонии встречи президент продолжил. Он сказал о том, что в связи с работой немецкого автопрома, может быть, наши союзники, наши друзья подарят каждому из нас по Аурусу. Вот такой была вторая часть этой шутки, которую журналисты, видимо, увлекшись Мерседесом, и не услышали. Слышно действительно было не очень хорошо. Я сегодня специально пересмотрела этот фрагмент. Но тогда встает другой вопрос. Что на это предложение ответили союзники? Союзники тоже об этом еще не знают. Они, собственно говоря, услышат, наверное, после этих минут на ОНТ. Машина была хорошая, естественно, подготовленная, водитель очень профессиональный. Тут еще был другой аспект. Тоже думаю, что вы представите и поймете. Очень комфортная морозная погода. Во время прогулки этой пешей президент и обозначил кыргызским нашим коллегам, что очень комфортная морозная погода. И в этой связи, понимая, что совсем недалеко место, где будет проходить заседание, глава государства решил прогуляться. Но, конечно, не только он, по этим обледеневшим морозным кыргызским горкам с ним вместе шли и скользили все мы, конечно, вся белорусская делегация. Вот такая резонансная получилась программа. Конечно же, это была шутка, и президент Кыргызстана, и наши коллеги все об этом знают, хотя в самом начале, конечно, все немножко так взбудоражились. Президент дал энергетическую подпитку. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт была в нашем эфире. Спасибо, что нашли для нас время.